Сегодня задержали солдата, который застрелил своего сослуживца. Эта трагичная новость еще раз доказывает нам о том, что необходимо провести реформы в вооруженных силах Кыргызской Республики. Я прочитал ряд мнений экспертов в вооруженных силах, и все сходятся в одних и тех же заключениях. Это вот несколько мер для того, чтобы провести реформы в вооруженных силах Кыргызской Республики. В первую очередь необходимо искоренить коррупцию, потому что многие деньги, которые предназначаются для того, чтобы солдаты могли эффективно и достаточно комфортно служить, они обворовываются, обкрадываются генералами и офицерами. Следующее мнение, предложение – это перейти от сроков к эффективности. То есть год службы совсем не обязателен, когда техника, когда образование, когда подходы к образованию совсем уже поменялись, с развитием технологий можно было бы все материалы, всю подготовку провести гораздо достаточно короткие сроки. Потому что именно из-за такого длинного срока многие, конечно, не хотят идти служить в армию, потому что это год жизни тратят мужчины на то, чтобы служить в армии. Этого много кому не хочется, все хотят, конечно, поскорее уже начать работать, зарабатывать и создавать семьи и вообще жить, в общем, для себя. Можно было бы, в принципе, весь этот материал, который проходят солдаты за год, можно было бы эффективно, компактно уместить в 3 месяца. Еще одно предложение экспертов – это переход на контрактную службу, чтобы вообще вот такую обычную службу ликвидировать и перевести только на контрактную службу. Тогда было бы больше ответственности со стороны солдат, больше эффективности, больше мотивации, больше отдачи было бы. Также многие предлагают перейти на швейцарскую форму вооруженных сил, когда мужчина на протяжении всей своей, так сказать, достаточно здоровой жизни, он проходит подготовку раз в год в определенный срок, на определенное время, он ходит на сборы, проходит физподготовку и всегда готов, так сказать, к экстренным случаям. Лично мне вот последний вариант очень сильно нравится, потому что если сейчас посмотреть, наших молодых ребят забирают 18 лет, 19 лет в армию, и я считаю, что этот возраст не самый такой оптимальный для того, чтобы, когда мужчина пребывает в пике в расцвете своей физической подготовки. Я думаю, мужчины в среднем после 25 достигают пика своих физических возможностей, и я считаю, что можно было бы, даже гораздо лучше было бы, если бы мужчины каждый год проходили бы хотя бы 2 недели подготовки. В таком случае, в принципе, и военкоматы тоже были бы всегда, у них были бы актуальные списки, кто где находится, и скорость мобилизации тоже была бы гораздо больше, гораздо лучше, гораздо быстрее. Ну и мужчины тоже себя поддерживали бы в хорошем физическом состоянии. Потому что мы сейчас замечаем, после 28, после 30 лет мужчины в нашем обществе сильно уже теряют свою форму. Многие уже к этому времени, как сказать, в общем, у многих уже привычки вредные, курят, пьют алкоголь, очень плохо питаются, очень часто заседают в кафешках, в столовых и полнеют, набирают лишний вес. И завтра, не дай бог, какой-то в экстренный случай, если их собрать, то они, конечно, на фронте поведут себя очень неэффективно. Вот такие примеры, такие предложения поступают от экспертов для того, чтобы реформировать вооруженные силы нашей страны. Ну, естественно, конечно, и бюджет тоже надо будет пересмотреть. Надо как минимум 2-3% ВВП выделять на вооружение, потому что, как основатель современной Турции Мустафа Кемаль Ататюрк говорил, народ, который не будет кормить свою армию, в один день будет кормить другую армию. Всем желаю мирного неба над головой.